Первого предупреждения депутаты покидают здание. Заминирован Госсовет или просто проверяется, никто точно сказать не может. Я как понимаю, что все-таки это все учебная эвакуация, потому что, насколько нам известно, например, вчера тоже в Нижнем Новгороде эвакуировали государственные учреждения, школы. Вот так выглядит сегодня карта города тревожных звонков. Из-за них опустили кабинет министров республики, IT-парк, пенсионный фонд, мэрия города, Министерство молодежи и образования, здравоохранения и транспорта. Во дворце земледельцев, где базируется татарстанский Минсельхоз, собрали десятки журналистов. И стоило только зазвучать тревоги, вместо пресс-конференции пришлось снимать эвакуацию. Нам ничего не говорят, нам сказали срочная эвакуация и все. Нет, это не проверка. Пожарная сирена прозвучала и в 3 десятках школ. Детей и учителей срочно вывели на улицу. Ученики без верхней одежды и во второй обуви стояли на холоде не меньше 40 минут. В 55-й школе срочно вызвали родителей с просьбой забрать детей домой. Вторые смены отменили. Вышли вообще без курток, потом нам куртки принесли. Вот там девочка, которая сидела, она вышла в одной очень тонкой кофте, нам потом только вынесли вещи. Прозвенело, говорит, 3 звонка, вывели их из школы. Все, дети в блузочках вышли во второй обуви. В полдень звонок поступил в 125-ю гимназию. В социальных сетях тут же сообщили о якобы обнаруженной в учебном учреждении бомбе. Но слухи не подтвердились. Как будто бы заминированы, сказали. Все молчат, ничего не говорят. Эвакуировали и аэропорт Казань. В связи с этим были задержаны 2 рейса. В международный аэропорт Казань поступил анонимный звонок о якобы заложенном в аэропорту взрывном устройстве. В 15:45 была произведена эвакуация пассажиров и персонала аэропорта. Сотрудники специальных служб при обследовании аэровокзального комплекса и прилегающей территории. После проведенной проверки в 16:41 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Тревожные звонки в Казани распространились по аналогичной схеме Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Там прошли самые массовые эвакуации в истории этих городов. В учреждение поступал звонок, и мужской голос сообщал о том, что через полчаса здание взлетит на воздух. Казанцы сегодня не то чтобы испуганы, скорее удивлены. Я думаю, что-то, наверное, будет скоро, потому что просто так ничего не бывает. Это, наверное, все-таки молодежь таким образом развлекается. Каких-нибудь подростков. А чьих еще может быть? А пока население предполагает, силовые структуры не спешат развеять слухи. Сейчас главный вопрос – чьих рук дело? Анонимные звонки. Это серьезные враги России. Это все задумано, возможно, даже за границей, с целью дестабилизировать обстановку. Они надеются, что мы будем все дрожать, всем нам будет плохо. Среди эвакуированных сегодня и крупные торговые центры. Для них это уже вторая волна. 16 сентября сюда уже поступали сообщения о лжеминировании. Во всех регионах были возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание – до 3 лет лишения свободы. Альбина Асылгараева, Рамиль Шайдуллин, Дмитрий Аренин, Рамзиль Гарипов, Амир Залюшев, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.